Это вечерние новости в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Новая школа, мост и жилой дом. Об итогах рабочей поездки главы Якутии в Мирнинский район через несколько минут. Как будем учиться в новом учебном году? День знаний уже завтра. Великая Отечественная война глазами мастеров 20 века. В Якутске откроется выставка «Память поколений». Итак, начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. В регионе за минувшие сутки COVID-19 выявили у 41 человека. 19 новых случаев в Якутске, 6 в Мирнинском районе, 3 в Хангаласском, по 2 в Алданском, Ленском и Нерюнгринском районах, по одному заболевшему в Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Аймиконском и Оленёкском районах. Все заболевшие контакты выявлены и изолированы. За минувшие сутки подтвержден 1 летальный случай от COVID-19. Сегодня основным этапом, конечно, это ситуация по завтрашнему дню. Это первый раз мы идем в новой ситуации в школу, в детские сады. Мы считаем, что мы готовы, но посмотрим, какие испытания нам сегодня принесут. У нас большая готовность, в том числе по запуску тепла в детские сады и в школы. Это сегодня на особом контроле. Наша самая главная задача, чтобы дети у нас пришли в теплые помещения, не успели заболеть, и мы успели провести всю нашу прививочную кампанию, которую мы запланировали до 15 октября, привить 60% населения от гриппа на территории Республики Саха-Якутия. Ограничения, введенные из-за коронавируса, привели к резкому росту числа безработных в Якутии. Республика занимает одно из лидирующих мест в дальневосточном регионе по количеству безработных – более 32 тысяч человек. Такие данные сегодня озвучил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Кирилл Бычков. Задача, которая сегодня стоит перед правительством и муниципалитетами, как минимум довести показатели по безработице до средних по Дальнему Востоку. Также Кирилл Бычков отметил, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить в республике социальной напряженности из-за роста числа безработных. Численность безработных в стадии на 31 августа у нас составляет 32,2, что в 3,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Ну и, конечно, социальные выплаты, которые у нас сейчас получают в связи с этим, их получают 31 тысяча с лишним человек, из которых 30,5 получают пособие по безработице, 3 тысячи безработных граждан получают доплаты на несовершеннолетних граждан, и в размере максимального пособия по безработице получают 5310 человек, а в обычном размере 25 тысяч человек. Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения России. Родители должны рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены детей. В Роспотребнадзоре рассказали, что на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В новом учебном году в школы города Якутска пойдут свыше 48 тысяч учеников. Об организации учебного процесса нашему телеканалу рассказал начальник управления образования города Якутска Алексей Семенов. По организации учебного процесса у нас начальная школа по всем школам учится очно, с соблюдением всех мер безопасности. 5-11 классы в дистанционном формате. И 9 и 11 классы выпускные будут очные консультации по основным предметам. И 8 школ – это коррекционные и пригородные школы, где нормативы детей ложатся, количество детей соответствует нормативам, они начинают учебный процесс в очном формате. Питание у нас федеральные деньги предусмотрены. Как только сейчас появится нормативный документ, у нас начнется питание учеников начальных классов.
Великая Отечественная война глазами мастеров 20 века. 3 сентября в Якутске откроется мультимедийная выставка «Память поколений», на которой представят видеопроекции известных полотен о Великой Отечественной войне. Их можно будет увидеть в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Тему продолжит наш корреспондент Агафья Гоголева. Данный проект инициирован Ассоциацией исторических парков «Россия. Моя история» при поддержке Минкультуры страны. Выставка объединяет собрание 45 музеев России, в том числе Третьяковской галереи, Государственного русского музея, Музея Победы и других. Представлены цифровые копии. Эти картины анимированы, они близки, наверное, молодежи, которые видят все это вот через призму цифровых технологий. Также здесь представлена информация о художниках, об условиях, в которых рисовались эти картины, и исторические факты. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством известных советских художников и скульпторов. Гости смогут увидеть знаменательные произведения, например, картину «Письмо с фронта» Александра Локтионова, которая завоевала любовь миллионов советских людей. Современники называли ее самой интересной и правдивой. Здесь вот интересный очень контраст. На фоне такого яркого солнечного дня у нас показаны те разрушения, которые война вот на мирное хозяйство, как она повлияла на жизнь мирных жителей в хозяйственном плане. Потому что здесь у нас мы видим такие страшные половицы, да, то есть просто сил уже не хватает для того, чтобы как-то это все ремонтировать, приводить в человеческое состояние. Но тем не менее, с другой стороны, мы видим, что люди верят в будущее. Выставка включает в себя более 200 шедевров живописи отечественных мастеров 20 века. Каждый посетитель сможет прочувствовать все тяготы страшных дней войны и радость долгожданной победы. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. Новый сквер появится на территории Якутской городской национальной гимназии. Центральное место пространства занимает священное дерево Ал-Лукмас. Строительство объекта идет за счет средств благотворительного фонда, которые создали выпускники разных лет. С 1992 по 2018 годы Якутский городской лицей окончили более 1000 детей. Благотворительный фонд был создан по инициативе наших выпускников в этом году, в феврале месяце. Решили вот сделать вот что-то памятное для духовного обогащения наших гимназистов. Это инициатива наших выпускников. Мы вот очень благодарны. Вот сейчас работа идет. Еще в будущем планируем сделать несколько скамеек, еще игровые зоны будем делать. Глава Якутии Айсыл Николаев с рабочим визитом посетил Мирнинский район. Руководитель республики принял участие в открытии новой школы в поселке Алмазный, а также посетил ряд других социально значимых объектов. Какие проблемы есть в районе и какие объекты предстоит построить, в материале нашего корреспондента Марферины Алексеевой. Торжественное открытие новой трехэтажной школы сегодня состоялось в поселке Алмазный. Здание предусматривает 275 учебных мест. Оснащена школа по последним требованиям. Установлен пандус и лифт для маломобильных граждан. В отличие от прежней ветхой одноэтажной школы, в новой имеется просторная и укомплектованная столовая, спортивный и тренажерный зал, библиотека, медицинские кабинеты, мастерские и отдельный актовый зал. На прилегающей территории расположены 2 зоны отдыха, а также 2 спортивных поля. Особое место занимает отдельная водоочистная станция. Оборудование не только обеспечит школьников чистой водой, но и горячим водоснабжением. 3 сентября 2018 года я здесь участвовал в забитии первой сваи этой школы. Тогда многие жители и преподаватели выражали беспокойство, смогут ли за 2 года построить такой объект и ввести его. Я обещал, что я обязательно приеду на 1 сентября 2020 года, и мы вместе с ними откроем эту школу. И более того, сейчас уже мы разговаривали, чтобы после обеда, во вторую смену, здесь могла бы работать уже детская школа искусств, у которой сегодня здания нету здесь. Я считаю, что такой подход тоже будет правильный, потому что здесь дети очень талантливые, я сегодня увидел и их поделки, и их выступления.
Также глава республики Айсен Николаев ознакомился с ходом работ по строительству моста через реку Малая Баутубия. Этот капитальный переход обеспечит круглогодичную транспортную доступность в отдаленные районы, соединит промышленные Мирнинские и Ленские районы с другой частью Якутии. Протяженность асфальтированной подъездной дороги составит почти 3 километра. Длина двухполосного моста около 200 метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец октября этого года. Мы помним, что мостовых переходов на Вилюй раньше практически не было. И человеку, чтобы доехать из Мирного в Якутск, надо было пересечь достаточно большое количество паромных переправ. Вот сейчас мы их постепенно сокращаем. Вот количество этих паромных переправ. В прошлом году был введен крупнейший на сегодняшний день в республике мост через реку Марха. В конце октября будут введены еще 2 моста. Глава республики осмотрел строящийся 71-квартирный дом, предназначенный для переселенцев с ветхого аварийного жилья. Объект планируется сдать в эксплуатацию в ноябре этого года. Айсен Николаев отметил, что благодаря совместной работе муниципального района и компании «Алроса» переселение жильцов аварийного фонда реализуется более быстрыми темпами, чем в других районах республики. В прошлый раз, когда я здесь был, я встречался с жителями аварийного дома по улице Аюнского, 33А, если не ошибаюсь. И тогда, конечно, дал поручение, чтобы в ближайшее время этот дом был расселен за счет той или иной программы. И вот сейчас, благодаря программе «Алроса», для всех жителей этого дома, там 25 семей, были куплены дома, квартиры. И сегодня мы видим, что уже увидели, что дом расселен. Самой актуальной проблемой для жителей района является вопрос здравоохранения. А так как Мирнинская районная больница обслуживает 5 районов, качество и доступность медицинской помощи здесь должна быть превыше всего. Глава республики осмотрел оснащение больницы, проверил выполнение ранее данных поручений по приобретению оборудования, а также побеседовал и поблагодарил врачей, лечащих пациентов с COVID-19. На совещании по вопросам социально-экономического развития района глава республики проверил исполнение ранее данных поручений. Из 16 пунктов выполнено 13 поручений. Невыполненными оказались строительство школ на 990 мест и коррекционные школы для детей с ограниченными возможностями, а также строительство пожарной части в селе Арылах. Илдархан поручил ускорить и проконтролировать исполнение пунктов в ближайшие годы. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Необычный отель «Feeling Code» уже 3 года удивляет посетителей своим дизайном. Номера для гостей в нем висят на деревьях в виде палаток, похожих на шишки. Как видно на кадрах, навесные палатки способны вместить в себя не более 2 человек. Из некоторых номеров даже открывается вид на реку. Несмотря на миниатюрный размер снаружи, внутри палатки просторная кровать, а также маленький пуфик и тумбочка. Идея постройки таких необычных номеров появилась у директора отеля и теперь привлекает гостей со всего мира. Мы только на одну ночь просто интересно было, что это такое. Потому что мы видели фото, мы не понимали, как. Ребенок сказал, что это вообще ему казалось, что будет такой маленький кокон, в котором он будет сидеть вот так один. Они приехали, мы 2 шишки взяли, одну детям, одну нам. Очень классно. Популярная танцевальная студия «Завод» покоряет Москву. В каком составе группа отправилась в столицу и каковы творческие планы команды? В своем сюжете расскажет моя коллега Айсена Бурнашова. Это зажигательное видео буквально взорвало соцсети. Фронтмен завода «Серга» выступил вместе с Митей Фоминым, представ для якутского зрителя в абсолютно новом стиле и образе. А вот другое видео уже с обворожительной Анной Семенович. Талантливый танцор не так давно в Москве, но уже подогревает интерес публики яркими выступлениями со звездами российского шоу-бизнеса. Танец – это для меня что-то больше, чем просто счет там, и так далее. Во-первых, танец – это для меня способ самовыражения. Я путем танца выражаю свои чувства, свои эмоции, путем импровизации, фристайла, хореографии. На ходу получается движение, вот, рука пошла дальше, ноги и так далее. Вот. Уже 6 лет Серга занимается в заводе. Этому парню по плечам и фристайл, и поппинг, и хип-хоп. И именно этим мастерством он и другие участники завода намерены делиться с москвичами. Сейчас они проводят мастер-классы и преподают уроки на базе танцевальной студии Art of Dance. Решили, что нужно расширяться,
расширять географию. Решили начать с Москвы. Но, к сожалению, попалось такое время, непростое, коронавирус. Именно поэтому было принято решение объединиться с какой-нибудь уже действующей студией, и где мы сейчас вот находимся. Опытные и профессиональные дэнсеры Серга и Кюбяя Басова будут в основном составе московской группы. Их главный тренер Андрей Степанов. Сейчас у завода идет подготовка к октябрьскому чемпионату Hip-Hop International. Ребята надеются достойно выступить на соревнованиях и представить команду участников не только из Якутии, но и из Москвы. Несомненно, завод очень хорошо вписался в нашу атмосферу. Мы очень давно ждали, рады, что они наконец-то к нам приехали. Это очень интересно, атмосфера потрясающая, дети наполнены энергией, и душу родителям греет такая вот заводная музыка. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.